Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Сухумском аэропорту заканчивается строительство постоянных терминалов общей площадью более 5000 квадратных метров. Увеличивается пассажиропоток. Абхазия может помочь с обеспечением питьевой водой. В Сухуме прошло заседание Единого штаба помощи Донбассу. Молодые паралимпийцы республики готовятся к участию в международных соревнованиях. Пицунда отмечает День города. Основанный греками в V веке до нашей эры, античный город и порт Пинтиуд имеют большую и интересную историю. Сегодня это один из самых красивых уголков нашей республики с уникальным климатом. И не случайно, что в советские годы здесь располагались всесоюзные здравницы. Ко дню города приурочен первый международный гастрофестиваль, который начался 23 июля и завершится сегодня праздничным концертом и салютом. Прежде всего хочу сказать, что это очень важный, значимый такой праздник, очень значимое событие в жизни наших бизнес-кругов, в жизни наших горожан, сельчан, потому что вот развернуть собственными практически силами такой масштабный фестиваль, тем более такой специфический гастрофестиваль в Пицунде, это, конечно, дорогого стоит. Я очень благодарен и рад за организаторов, за вот эту инициативную нашу молодежь. И, конечно, замечательно, что им помогли руководство района, руководство города, наше правительство. И в результате получилось очень масштабное мероприятие. Я вот еще недолго только подъехал, не всех успел пройти, но уже вижу масштаб этого мероприятия. Это прекрасно. Приезжают всех жителей нашей любимой Пицунды с Днем города. Хочу поздравить каждого жителя по отдельности и всех вместе и пожелать, что для нас важно сегодня. Для нас важно, чтобы был мир, пожелать каждому здоровья, благополучия в семьях. Вот это хочу пожелать. А нашей молодежи хорошей, широкой, прямой дороги вперед. И, разумеется, хочу поздравить всех руководителей города Пицунды, руководителей Гагского района с тем, что их горожане, их земляки, их граждане организовали такой замечательный праздник при их помощи. В мероприятиях ко дню города Пицунда принимает участие президент Абхазии Бадрагунба, а также многочисленные гости из районов республики и Российской Федерации. Глава государства обратился к жителям Пицунды с поздравительной речью. На месте работает наша съемочная группа. Смотрите репортаж в ближайшем выпуске новостей. Бадрагунба посетил горный спортивно-оздоровительный лагерь для детей и подростков в Ауатхаре, организованный Новоафонской молодежной организацией «Апсар». Лагерь работает уже 3-й год, и в течение лета здесь отдыхают дети из всех районов республики. Сезон разделен на смены, за которые лагерь принимают до 500 детей. Программа лагеря включает творческие спортивные мероприятия, пешие походы, встречи с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии. Особое внимание уделяется культуре, традициям и истории страны. Дети учатся стрельбе из лука и арбалета, а также получают базовые знания по спелеологии, от исследования пещер до работы с альпинистским снаряжением. Президент ознакомился с условиями пребывания детей, осмотрел территорию лагеря и отметил, что организаторы создали для ребят действительно комфортные и достойные условия. Он выразил благодарность коллективу лагеря за ответственную и душевную работу. Глава государства заверил, что руководство страны всегда готово поддержать подобные начинания, направленные на воспитание подрастающего поколения.
Более 30 тысяч человек прилетели и улетели через терминалы Сухумского аэропорта с момента его запуска. Заканчивается строительство постоянных терминалов общей площадью более 5000 квадратных метров. Аэропорт функционирует всего 3 месяца, но результат уже очевиден. Нала Чхинджерия продолжит тему. Вот уже как 3 месяца путешественники и местные жители воочию могут наблюдать за величием высоких гор Кавказа прямо из кабинки самолета. Такое можно увидеть, только прилетев в райский уголок, то есть в Абхазию. С тех пор, как международный аэропорт Сухума был официально запущен, он успел принять более 30 тысяч пассажиров. Через его терминалы прошли как отдыхающие, так и граждане нашей страны. С 1 мая аэропорт смог принять и выпустить более 180 рейсов. Также было обслужено более 240 тонн багажа. На текущий момент обслуживание пассажиров происходит во временных терминалах. В северной части аэропорта заканчивается строительство постоянных терминалов общей площадью более 5000 квадратных метров. На текущий момент ведутся переговоры с различными субъектами Российской Федерации и авиакомпаниями об увеличении количества рейсов в аэропорт Сухум. На сегодняшний день осуществляются рейсы из города Москва, из города Ханты-Мансийск и Нижний Новгород. Часть перелетов осуществляется каждый день, это таких как компания eFly из города Москва. Остальные города к нам прилетают периодически, по несколько раз в неделю. Открытие международного аэропорта Сухум уже отразилось на бюджете республики. Только за первое полугодие этого года аэропорт принес Гулрыбскому району 45 миллионов рублей. Об этом сообщили на отчетном совещании по итогам деятельности района, которое прошло с участием премьер-министра Владимира Делба 24 июля. Наверное, самое главное, что уже не первый год подряд, и первое полугодие не является исключением, в районе происходят заметные изменения. Причем показатели, которые сегодня были озвучены, они в большей степени они превышают показатели по году предыдущих лет. Это очень знаково, это говорит о том, что район развивается в динамике. Я вот слушал подробно отчет о бюджете и хотел бы, наверное, особенность одну отметить. Что значит, когда есть точка притяжения, что значит, есть, когда опорный инвестор. Один всего лишь опорный инвестор, и за полгода бюджет района изменилась ситуация на 45 миллионов рублей, что сразу позволило решать очень многие задачи, которые стоят перед районом. На сегодняшний день, благодаря слаженной работе сотрудников аэропорта, пассажиры обслуживаются быстро, и каждый рейс выполняется точно по расписанию. Нала Чхинджерия, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Результаты оперативной, мобилизационной и боевой подготовки обсудили в Министерстве обороны. Особое внимание обращено на поддержание боевой мобилизационной готовности, воинской дисциплины и правопорядка в войсках. Мероприятие прошло под руководством начальника Генерального штаба вооруженных сил Владимира Савченко с участием заместителей министра обороны, начальников управления, отделов и служб, командиров воинских частей, организаций и учреждений оборонного ведомства. Владимир Савченко доложил о результатах совместной штабной тренировки по управлению вооруженными силами, прошедшей в соответствии с планом подготовки вооруженных сил в середине июля. За образцовое выполнение учебно-боевых задач и проявленный при этом высокий уровень боевой подготовки, личной военно-профессиональной подготовки ряд военнослужащих были награждены ведомственными медалями и грамотами. Летний период обучения в наших вооруженных силах характеризуется более напряженной подготовкой, более напряженной боевой учебой. В основу ее заложено выполнение требований главнокомандующего вооруженными силами и министра обороны к подготовке вооруженных сил. Учить войска в условиях, приближенных к реальным боевым действиям, днем и ночью. Основные усилия сосредоточить на проработке нестандартных приемов и способов выполнения задач войсками и силами.
В июле выполнена большая работа. Мы решили главную задачу, это на уровне Министерства обороны и Генерального штаба, имеющее принципиальное значение для обороноспособности страны. Это прежде всего касается дальнейшего развития вооруженных сил на долгосрочную перспективу, повышения их потенциальных возможностей в военное время. Необходимо в полном объеме эту работу командованию воинских частей завершить до 25 августа. Относительно подготовки вооруженных сил на оперативно-стратегическом уровне мы отработали вопросы управления вооруженными силами в различных условиях обстановки, которая в настоящее время характеризуется неопределенностью и нестабильностью. Впервые, еще раз отмечу, впервые в вооруженных силах мы провели двустороннюю совместную штабную тренировку, когда один коллектив действовал в роли вероятного противника, а другой выполнял задачи противодействия ему. Генпрокуратура Абхазии считает необходимым введение запрета на ношение зарегистрированного оружия. Соответствующее предложение уже направлено в парламент. Об этом стало известно на коллегии по итогам прошедшего полугодия. Среди зарегистрированных преступлений сохраняется высокая доля краж, незаконного оборота наркотиков и оружия. Подробности заседания в материале Шазины Ханагуа. В первом полугодии в республике зарегистрировано 283 преступления, что на одно меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Тяжкие и особо тяжкие преступления составили 95 единиц из общего числа зарегистрированных преступлений. Раскрываемость по расследованным и направленным в суд делам составляет 83,2%. Сохраняется высокая доля краж, незаконного оборота наркотиков и оружия. При этом наблюдается снижение количества разбойных нападений. За отчетный период зарегистрировано 46 краж, из которых раскрыто 35. В сфере незаконного оборота наркотических средств и культивирования растений выявлено 73 преступления, из которых раскрыто 72. Преступления, связанные с незаконным оборотом огнестрельного оружия, составили 66 случаев, из которых раскрыто 63. Количество корыстно-насильственных преступлений увеличилось на 2 единицы. Зарегистрировано 6 преступлений напротив 4 за аналогичный период прошлого года. 2 преступления – это разбойные нападения, 4 грабежа. За аналогичный период прошлого года было совершено 4 разбоя. Убийств из корыстных побуждений и похищений граждан совершено не было. Относительно раскрываемости данного вида преступлений следует отметить, что все раскрыты. Ситуация с незаконным оборотом и немедицинским потреблением наркотических средств остается сложной. За отчетный период зарегистрировано 73 таких преступления, что на 20 меньше, чем в 2024 году. За отчетный период в стране возбуждено и принято к производству 294 уголовных дела, по которым окончено производством 174. Направлено в суд 169 уголовных дел, 5 из них прекращено производством. Окончено производством 3 уголовных дела, которые направлены в суд. Следственным управлением проводится предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Харази Атгура Рафетовича по факту убийства общеопасным способом депутата Народного собрания Гуланцы и покушения на умышленное убийство общеопасным способом депутата Народного собрания Кварджи, совершенного в зале заседания Народного собрания парламента Республики Абхазия. 14 июня текущего года оперативными службами МВД и СГБ Республики Абхазия разыскиваемый Харазия задержан, в отношении которого Сухумским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также продолжается предварительное расследование по уголовному делу по факту дерзкого убийства в кафе «Бисквит» 3 молодых граждан Республики Абхазия, братьев Жиба и Квициния, совершенного в начале текущего года начальником правового отдела администрации города Сухум Дочи. Учитывая увеличение фактов совершения умышленных преступлений против жизни и здоровья граждан с применением зарегистрированного в установленном порядке огнестрельного короткоствольного оружия, Генеральная прокуратура Абхазии считает необходимым установление запрета на ношение данного вида оружия, в связи с чем соответствующие предложения были направлены в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Прокуратурой города Сухум расследуется уголовное дело по факту убийства Авицба, совершенного 9 мая этого года в центре города Сухум. По подозрению в совершении данного преступления задержаны 2 лиц. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств тщательно спланированного преступления, в том числе в рамках запроса правовой помощи.
помощи, направленного в компетентные органы России. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии за анализируемый период окончено производство и направлено в Верховный суд уголовное дело по факту покушения на убийство общеопасным способом 2 и более лиц, убийство общеопасным способом, умышленное причинение телесных повреждений, незаконным оборота оружия со стороны братьев Какали и Чаговец, совершенных на территории, прилегающей к контрольно-пропускному пункту ПСОУ, в результате которого пострадали находившиеся на линии стрельбы ни в чем не повинные граждане Абхазии. В Сухумский городской суд направлено уголовное дело, оконченное производством Следственным управлением Генеральной прокуратуры в отношении ранее разыскиваемого Квиквискири Ахры Геннадьевича, обвиняемого по 2 эпизодам похищения граждан, вымогательства денежных средств в особо крупном размере и наркотических средств, открытого хищения имущества с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья в особо крупном размере, а также незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов. Органами прокуратуры Абхазии проводится предварительное расследование по уголовным делам, вызывающих широкий общественный резонанс, совершенных в день второго тура выборов президента Республики Абхазия по факту нападения на избирательный участок номер 5 округа 14 Цандрывский, расположенный в средней школе номер 2 имени Богателя в поселке Цандрывск Гагарского района. По данному уголовному делу задержано одно лицо, и по факту применения насилия в отношении сотрудников КПМ Мюссера и СОБР МВД Абхазии, по которому задержано 10 лиц, содержащихся в настоящее время под стражей. Наблюдается увеличение количества преступлений, совершенных иностранными гражданами. Так, в 2020 году ими было совершено 17 преступлений, а в 2023 уже 95. Среди преступлений, совершаемых указанной категории граждан, наиболее частыми являются незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а равный их сбыт 95, незаконный переход государственной границы 54, дорожно-транспортные происшествия 27, кражи 15. Более 100 преступлений, совершенных иностранными гражданами, относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, таких как убийство 7, разбой 1, незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта, а равный их сбыт 95, незаконный ввоз в Республику Абхазию наркотических средств 12. По итогам деятельности за первое полугодие читались все районные прокуроры. Заместитель генерального прокурора, военный прокурор Руслан Тарба отметил, что в первом полугодии следственный отдел СГБ привлек к уголовной ответственности 12 иностранцев, в отношении которых была избрана в виде меры пресечения заключения под стражу. Если говорить по категориям, то это 4 уголовных дела по незаконному пересечению госграницы, как и группой лиц, так и одним лицом. Значит, по статье 274 «Шпионаж» одно уголовное дело, которое переслано в итоге в Российскую Федерацию. И одно дело по незаконному ввозу наркотических средств. Прокуратура нацелена на повышение качества работы, отметил, подводя итоги, коллеги генеральный прокурор Адгур Агарба. Он акцентировал внимание на усилении работы во втором полугодии. Я очень надеюсь на то, что у нас во втором полугодии будут результаты. Работа будет меняться в положительную сторону. Я хочу сказать, что ребят немало, прокуроров трудится в общенадзорном управлении. И очень грамотные специалисты и профессионалы своего дела. Лучше, может, уже не будет. Поэтому дайте нам результат. Адгур Агарба призвал обратить внимание на качество следствия. Это первостепенная задача, подчеркнул генпрокурор. Следствие названо приоритетным направлением, поскольку оно напрямую связано с судьбами людей и доверием граждан к правоохранительной системе. Шезина Ханагуа, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Приказом генерального прокурора Алхаса Гумава утвержден и вновь назначен прокурором города Сухум. Его заместителем назначена советник юстиции Гурандухт Миканба. Одной из основных проблем на Донбассе на данный момент является нехватка воды, и Абхазия с ее богатыми водными ресурсами может помочь в этом вопросе. Об этом, в частности, шла речь на заседании Единого штаба поддержки и помощи Донбассу, которое прошло при поддержке Общественной палаты. В рамках мероприятия состоялось посмертное награждение некоторых абхазских бойцов, погибших в СВО. Репортаж Гундышова. Абхазия всегда была и будет надежным союзником России. Это партнерство, уходящее корнями в общую историю, и геополитические интересы, играет ключевую роль в поддержании стабильности и безопасности на Кавказе, отметила секретарь Общественной палаты Гули Кичпа, открывая встречу. Я помню, когда Российская Федерация нас признала, как ликовал наш народ. Мы друг без друга не можем.
В этом плане, я думаю, мы надежные партнеры, и это самые настоящие истинные патриоты России это ценят и понимают. И там, и тут мы боремся против негативных явлений. Вадим Мироненко, руководитель единого штаба помощи и поддержки Донбассу, отметил, что Абхазия одна из первых протянула руку помощи в трудные времена, оказывая гуманитарную военную помощь в зоне СВО. Одной из основных проблем в Донбассе является нехватка питьевой воды. Ее на данный момент подают по графику 3 раза в день. Люди попросили, говорят, да, понятно, там государство что-то делает, но вот именно для стариков, если у тебя есть возможность, конечно же, у нас есть машина, и у нас есть друзья, которые дадут эту воду. Но сложность, например, с границей. Как провести эту воду? Мы же не будем по бутылке таскать ее через границу, да, там больше 3 литров жидкости нельзя. Вот. Но сейчас вопрос вроде решается, вода поедет, и мы обязательно поможем этим людям. Абхазия с ее богатыми водными ресурсами рассматривает возможность предоставления гуманитарной помощи в виде питьевой бутилированной воды. Заместитель секретаря Общественной палаты Низам Хапат призвал бизнес-сообщество республики оказать в этом содействие. В рамках мероприятия состоялось посмертное награждение некоторых абхазских бойцов, погибших в СВО. Медали и удостоверения вручили их семьям. Тогда война на Донбассе приняла форму, когда была масса подразделений, масса структур, не было единой организации никакой. И для того, чтобы поощрить ребят, которые там воевали, и вообще и наших добровольцев в том числе, была учреждена награда. Вот этот крест 1-й, 2-й степени. За 10 лет этим крестом было награждено очень много людей. Не только наших граждан Абхазии, а и граждан на то время непризнанной Донецкой республики. В Абхазии множество организаций, которые с начала СВО оказывают материальную помощь штабу. Они мотивированы чувством солидарности и желанием поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации в результате конфликта. Многие из них имеют личные связи с пострадавшими и стремятся внести свой вклад в облегчение их положения. Ветеранские организации, в частности, активно участвуют в сборе и доставке помощи, опираясь на свой опыт и налаженные контакты. Такую миссию, значит, возглавил по взаимодействию с бизнес-сообществом Абхазии, чтобы их подключать. И могу сказать, что отклик получился у нас хороший. У нас есть ряд организаций, которые годами помогали штабу. Поэтому здесь вот хотелось бы мне как раз поблагодарить наше бизнес-сообщество о том, что и они, и большие, как бы они самостоятельно в том числе помогают, значит, Донбассу и пятнашки наши, там, и другим подразделениям, и граждане наши тоже активные, стараются, кто-то там и носки вяжет, кто-то еще что-то, письма пишет и так далее. Каждый кто-то с нами помогает, кто-то напрямую помогает, это все общий вклад, большое дело. Участники заседания подчеркнули, что помощь Абхазии не ограничивается материальной поддержкой. Важным фактором является моральная поддержка и солидарность, которые помогают жителям Донбасса преодолевать трудности. Кундашова, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Чтобы обсудить развитие системы маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом, в Абхазию приехал профессор Первого Санкт-Петербургского медицинского университета Вадим Теплов. Совместно со специалистами министерства будет разработана единая концепция оказания медпомощи, позволяющая своевременно транспортировать пациентов в Республиканский сосудистый центр, открыть который планируют на территории Республиканской больницы в сентябре. Делегация направлена в Абхазию Министерством здравоохранения Российской Федерации. Рекордные 2 миллиарда 130 миллионов рублей поступило от администрирования таможенных платежей в бюджет республики за первые 6 месяцев текущего года. За активное сотрудничество, значительный вклад в развитие таможенной системы и формирование доходной части бюджета участники внешнеэкономической деятельности были награждены благодарственными грамотами Государственного таможенного комитета. Председатель ГТК Отар Хейцем выразил уверенность, что текущее сотрудничество станет основой для будущих успехов и будет способствовать дальнейшему улучшению экономических показателей страны. Благодаря слаженной работе таможенных органов Республики Абхазия и вашей активной поддержке нам удалось обеспечить стабильные поступления в республиканский бюджет. За первые 6 месяцев 2025 года
от администрирования таможенных платежей в бюджет поступило 2 миллиарда 130 миллионов рублей. Это рекордный показатель. Хочу отметить, что именно вы, представители бизнеса, играете ключевую роль в формировании доходной части республиканского бюджета. Ваше отношение к исполнению таможенных обязательств способствует поддержанию финансовой стабильности, своевременной выплате заработных плат, социальных пособий, а также укреплению экономического суверенитета нашей республики. В этом году из Академии МВД России в Волгограде выпустились 8 абхазских курсантов. 2 из них – криминалисты, 6 получили специальность «Предварительное следствие» в УВД. Вице-премьер, министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут принял участие в церемонии выпуска слушателей. Репортаж пресс-службы МВД. Вице-премьер правительства, министр внутренних дел Роберт Киут принял участие в церемонии выпуска слушателей Волгоградской академии МВД России. Торжественная церемония прошла у здания музея панорамы «Сталинградская битва». В 2025 году Волгоградская академия МВД России выпустила 8 курсантов из Республики Абхазия, 6 из которых по специальности предварительное следствие в органах внутренних дел, 2 специалиста в области криминалистики. Генерал-майор милиции Роберт Киут лично вручил молодым офицерам дипломы и нагрудные знаки об окончании академии, произнес напутственные слова, выразил признательность педагогам за подготовку квалифицированных кадров для органов внутренних дел Республики Абхазия. Далее вице-премьер, министр внутренних дел пообщался с выпускниками. Встреча прошла в формате открытого диалога. В ходе беседы Роберт Киут обсудил с молодыми офицерами, каким они видят свое будущее в системе МВД. Вы одна из самых думающих аудиторий, которой не безразличен правопорядок в нашей стране. На ваших плечах теперь лежит большая ответственность. Со своей стороны могу заверить вас в том, что руководство МВД Абхазии окажет вам поддержку в начинаниях и профессиональном развитии, напутствовал Роберт Киут. Генерал-майор милиции Киут также поблагодарил руководство вуза и педагогический коллектив за то, что они выбрали своей работой поддержание правопорядка в стране. В Восточной Абхазии планируют запустить новый маршрут под названием «Туристическое кольцо». Транспортная связка позволит соединить Ткорчал и Атапскую пещеру в единый туристический маршрут, сделав объект более доступным для посещения. Идея принадлежит министру туризма Астамуру Логу и преследует цель объединить ключевые природные и культурные достопримечательности районов. Министр туризма посетил Атапскую пещеру Абраскила, осмотрел окрестности, а также дорогу, ведущую к пещере. Особое внимание было уделено логистике маршрута и возможностям включения пещеры в более широкий туристический кластер Восточной Абхазии. Как много туристов мы сегодня увидели в пещере, что не может нас не радовать, что люди приезжают в высокогорные наши села, посещают объекты туристические как в Западной, так и в Восточной Абхазии, то, о чем мы как раз говорим. Надеюсь, что руководство Абхазии нас поддержит, и мы приведем и добавим здесь много чего интересного, и сделаем эту пещеру еще более смотрибельной, еще более интересной. Сегодня экскурсии проходят в самой пещере, значит, несколько залов, это 500 метров, но у нас еще есть 2 километра 200 метров, которые мы можем оборудовать, но нужно вложить средства. И надеюсь, что мы эти средства привлечем. Более 40 картин передала нацгалерее заслуженная артистка Абхазии, солистка Госфилармонии Гулиза Авицба, сообщает «Спутник Абхазия». Авторы работ, ее родители, известные художники Хута Авицба и Венера Гагуля и брат Тимур Авицба. В пожаре в здании Союза художников сгорели в том числе работы членов их семьи. Когда появились новости о строительстве нового здания нацгалереи, Гулиза и Тимур Авицба решили отдать часть картин туда. Тимур скончался несколько месяцев назад, но Гулиза выполнила желание брата. У художников такая вот проблема. Я, например, вот по профессии музыкант, вот наши записи от концертов, они сохраняются в истории. А вот у художников, у них такая проблема, они со своими картинами расставаться не хотят. И это у них сложнее вопрос. Например, вот после смерти родителей у нас стал вопрос с братом, что будем делать с картинами. Потому что в нашем доме более 60 картин было.
И, конечно, столько картин держать в доме и смысл, ведь художники рисуют для того, чтобы это люди видели, это историческое достояние. Вот. И потом, когда вот в прошлом году, когда произошел пожар, это, конечно, был трагический день не то что для нашей семьи, вообще для всех художников. Очень много картин сгорело моих родителей, брата тоже там 2-3 картины были, тоже сгорели. Когда мы узнали, что открывается новая галерея, у нас вопрос, какой-то шанс появился, что у нас есть возможность отдать картины в галерею. И мой брат очень хотел выполнить, он уже договаривался с директором Сурамом Сакания, что вот хочет передать большинство картин в галерею, но, к сожалению, он не успел это сделать. Вот 3 месяца тому назад моего брата не стало, и вот это вот его желание, вот и мне пришлось самой это делать. Молодые паралимпийцы республики готовятся к участию в международных соревнованиях. Инклюзивный мастер-класс по 3 паралимпийским видам спорта прошел на Моко-пляже. В мероприятии могли принять участие все желающие. Те, кто проявил себя лучше всех, смогут представить нашу страну за рубежом. Как все прошло, расскажет Аэлита Арутюнян. Стабильные тренировки, логическое мышление, постоянное движение. А еще важно помнить, что спорт объединяет народы, страны, людей. На пляже Моко прошел мастер-класс по разным видам спорта для паралимпийцев. Каждый участник прилагал все усилия для достижения цели. Но дети не только соревновались, но и с удовольствием проводили время, несмотря на жаркий летний зной. Этот турнир очень полезен для людей с инвалидностью, для их здоровья, для того, чтобы они адаптировались. Когда они бросают мячи, это зарядка для рук, для зрения, для координации. Это очень поднимает дух людей с инвалидностью. Они общаются, они соревнуются. Это очень здорово. Мне очень нравится играть в бочу и другие игры. Это очень классно. Хочу дальше на соревнования такие ходить и за рубежом. Такого рода мероприятия проводятся впервые. Ребята настроены на победу, они с нетерпением ждут начала соревнований. Я на протяжении, можно сказать, всей своей жизни стремился к развитию паралимпийского спорта. Сам являюсь спортсменом по сей день, развиваю паралимпийское движение, но в паралимпийском спорте по тэквондо. Также вот я являюсь председателем паралимпийского комитета. Хотим сказать, в честь кого будет проводиться турнир, это Архилей Сократович Мафроди. Хотим поблагодарить его за протяжение его жизни, то, что мы смогли совместно с нашими друзьями с России и со всего земного шара организовать и построить паралимпийский комитет. Сейчас мы учимся, мастер-класс проводим, завтра будет соревнование, и дальше в светлый путь мы будем готовиться. Бог даст, и будут олимпийские чемпионы. Каждый желающий мог принять участие в мастер-классе. Спорт объединяет, стирает границы, воспитывает дух. Футбол – это моя мечта, и я очень хочу к ней достигнуть. Ну и думаю, ее достигну. Буду спорить, буду заниматься. Мне очень нравится играть еще боча. Мне очень нравится играть, гулять, общаться с друзьями. Не только дети, но и родители остались под хорошим впечатлением от мастер-класса. И, конечно же, проведение подобных мероприятий – это масса положительных эмоций как для родителей, так и для их детей. Я очень рада, что у нас начались вот такие вот движения, что у нас Паралимпийский комитет начал работать, активно работать уже 3-й год. И мне кажется, что наращивая такими темпами наши спортивные достижения, будут идти только наверх. Наши дети счастливы, ну а мамам что нам? Если наши дети счастливы, то и мы, конечно, счастливы. Я очень рада, что у нас такие соревнования начали проводиться, и что мы выезжаем за пределы республики тоже. Мастер-классы проводились по бочче, картхорду и дартсу. Несмотря на то, что эти виды спорта сложные, дети с удовольствием преодолевают трудности и достигают новых высот. Аэлита Арутюнян, Ахрамичба, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды.
По сообщению Гидромедцентра, 26 и 27 июля в Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу утром местами возможен слабый дождь, днем без осадков. В воскресенье преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 20-25 градусов, днем плюс 27-32. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.